So exercise 1 on page 16. Open your textbooks and look here. Нет, это не колл-центр, а урок английского. Отныне ребята будут изучать язык с помощью передовых технологий. Это лингофонный кабинет. У каждого свой персональный ноутбук и наушники. Учитель, не вставая со своего места, может взаимодействовать со всем классом. В моем компьютере я вижу абсолютно каждого обучающегося. Я могу видеть, чем занимается ребенок. Могу контролировать их рабочий стол. Если вдруг они, допустим, открыли доступ в интернет, если они сидят в интернете, я могу также с помощью наушников слышать каждого ребенка, его речь четко, ясно. Мне не нужно прислушиваться. Я сижу спокойненько за своим столом и абсолютно полностью знаю, чем занимается каждый обучающийся. И, естественно, слышу, как он произносит слова, правильно ли он их произносит. Всего таких кабинетов в новой школе 4. Поздравить ребят с важным событием и открыть долгожданное учреждение на 720 мест приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов сразу начинает обход и делает замечания. Руководитель субъекта указал муниципальным властям на необходимость прокладки подъездной дороги рядом с объектом до наступления холодов. Затем осмотрел здание внутри. Радость большая у нас сегодня. Да, наконец-то, красота, да? конечно. Наконец-то. Ну как? Воздух. А кто шил-то вам это? Сама, что ли? Лишь академики получают. Скоро будет сама. Все условия для этого есть. Понятно. Марафон открытия – это уже 5-й объект образования, который распахнул свои двери для учащихся республики только в этом месяце. Махмуд Али Калиматов отметил, что не устает давать старт новым школам. Напротив, получает удовольствие, видя благодарные и радостные глаза учащихся и их родителей. Никогда не устаешь смотреть на воду, на огонь и на открытие школ и детских садов. Я вижу радостные лица детей. Вот, в принципе, из-за улыбки только можно было строить эту школу. Только ради этого даже. Это самое большое счастье, чтобы наши дети радовались и в последующем получали знания. У нас есть такое правило, когда возникает что-то доброе, мы сами радуемся. Войди хамдич, любгоздолвой. Войди хамдич. Поэтому дал я тубахой так. Задачи я тупянный. Я просто вот думаю, не хочу, конечно, любую это ссылаться, там вот созами булышани, холодные Азии. Ну, я просто хочу сказать, все равно сравнение есть. Такое прекрасное здание, сооружение, актовый зал для школы. Не каждый дом культуры похвастается таким залом. А что хочется сказать? Ведь это забота по майскому указу президента России Владимира Владимировича Путина. Образовательные учреждения строятся и дошкольные. Сегодня забота о детях. Самое главное, что мы можем сделать. Старшие заботятся о вас. Понимаете, сам президент, правительство, наш парламент, наше правительство, председатель правительства тоже наш. Мы будем всегда помогать, и мэр будет помогать вам. Самое главное, для чего мы в школу приходим? Учиться. Стихи, песни и полный аншлаг. К этому событию ребята готовились долго. Глава Ингушетии продолжает обход и лично оценивает созданные для детей условия. Первым делом заглядывает в кабинет английского языка. Ну и как? English, Deutschland, aber... Что? English, ja? Ага, das ist gut. Хорошо. Говорят, язык, кто знает второй, третий? Мы два знаем всегда, да? Русский, ингушский. А каждый язык – это еще одна жизнь. Это мне как-то сказали давным-давно, мудрый один человек. Еще один, когда язык знаешь, то это еще одну жизнь проживаешь. Поэтому надо его хорошо знать. Ну так, знаете, что скажу? Мечта
В школе к тому же есть свой собственный кабинет робототехники со всем необходимым оборудованием. Махмуду Али Калиматову продемонстрировали принципы механизма конструкции и 3D-принтера. Ну, это интересно. Специализация, поэтому найти специалистов. А какой класс у вас? Это 9. 9, да? 9? Слушайте, это востребованность есть. Сейчас вот был форум на Дальнем Востоке. И там, представляете, что у нас там территория 40% от нашей страны, 40% от России. Да. А живут, знаете, сколько там человек? 5% от нашего населения. И там сейчас будут строить города. Целые города. Вот сейчас вот выдвинул Шойгу это, но президент поддержал. И целые города. И развивать будет Дальний Восток. Красивее места нет такого. Вы знаете, что там везде океаны, моря. И специалисты там будут востребованы. То есть мы никогда не сможем, ну, мы хотим это ездили, да, но вот то есть здесь нечего сидеть, потому что если мы не будем осваивать, да, а потом следом там сестренку забрал, выучил, брат приехал. Почему говорю? Я вот как-то уехал после армии там, и вот 40 был там в Куйбышу еще, да, и кем я стал? Я стал, потому что сам говорят, да, конечно, вот, я бы там что-нибудь делал, но там я развился. Я имею в виду, к чему? Значит, нам надо вот продвигаться. Также в школе предусмотрена столовая на 200 мест, оснащенный медицинский кабинет, большой спортзал и даже кабинет для кулинаров. Мы сегодня повара? Да. Мы не трудимся с утра? Да. В трехэтажном здании есть все для получения знаний и просвещения детей по самым разным направлениям. А здесь ребята будут учиться музыке. Для этого здесь есть необходимые инструменты. Будь то кларнет, ксилофон и, конечно, мечта любого мальчика – ударные инструменты. В школе открылся свой швейный класс и 2 кабинета труда. Один для обработки металла, другой для дерева. Нас учили, когда я урок труда, тубареты делать. Тубареты. Делаете, да? Вот. Знаете, дома. Знаете, Ганди, отцу сделал. Потому что ничего, никакой труд не стыдно. Понимаешь, специалистом быть, хорошим плотником, хорошим электриком, хорошим специалистом коммунального хозяйства. Никакой труд. Самое главное, чтобы у вас на душе была потребность. Понимаешь? Поэтому отсадик глух дери. Не просто там болтался, там, да, есть время, конечно, когда и футбол надо сходить, но когда учитесь, старайтесь. Махмуд Али Калиматов попросил уделить внимание технике безопасности, особенно при эксплуатации станков для обработки металла. Школа рассчитана на 720 мест. Сейчас она заполнена только наполовину. С открытием объекта удалось создать более 80 рабочих мест. школа был онлайн школа был До этого момента дети ютились в других городских школах. Приходилось порой учиться в 3 смены. Однако теперь с открытием этого объекта удастся закрыть потребность в школьных ученических местах для 3-го и 4-го микрорайонов Карабулака. Халка школ штат реви? Да, это халка школ часть замигу жерца. Докнах берешь дортик. Халхортик. Охче дельк хосхамажды. Детям было очень неудобно ходить в соседние школы, добираться нужно было на транспорте. Это было крайне неудобно. В шаговой доступности на данный момент открылась огромная школа на 720 мест. Заполняется она очень быстро. Детям очень комфортно находиться в данной школе, потому как для них созданы все условия.
Школу построили в рамках реализации национального проекта образования. Теперь, когда для получения знаний есть все условия, остается только учиться. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.